Это актуальное интервью в студии Иван Лазаренко. Кафедра теоретической физики в этом году отмечает 60-летие работы. В текущем году кафедра выделяет 18 бюджетных мест для абитуриентов. Как поступить на кафедру и о том, почему физика будет востребована в современном обществе, мы поговорим сегодня. Наш гость в студии Артур Федоров, доцент кафедры теоретическая физика СВФУ имени Амосова, кандидат технических наук. Артур Григорьевич, здравствуйте. Доброе утро. Давайте начнем, наверное, с такого вопроса. О направлении фундаментальная физика. Расскажите, пожалуйста, когда это направление появилось в университете? Фундаментальная физика, это у нас получается направление бакалавриата. И оно у нас появилось в 2011 году. То есть до этого момента у нас была специализация, то есть фундаментальная физика. А после перехода к бакалавриату и магистратуре у нас появилось в 2011 году направление фундаментальная физика. А в 2015 году у нас как раз-таки появилось направление по магистратуре математическая и теоретическая физика. Если не секрет, важный для всех вопрос, где работают после окончания вашей кафедры теоретической физики студенты? Наши студенты, по факту, если взять, то у нас наши студенты, наши выпускники, они поступают в работу по трем основным направлениям. Это первое направление, это получается у нас научно-исследовательские институты, не только республики, но и России. Второе, такое достаточно обширное направление, как бы это ни странно ни звучало, но это программирование. Наши выпускники очень хорошо работают именно в виде программистов в различных отраслях. И третье, конечно же, это учитель физики в различные регионы. А насколько востребованы выпускники нашего университета именно физической направленности, как и в республике, так и по России, может быть? По России и в общем, вообще физика, она достаточно сильно востребована, особенно сейчас, можно сказать, как большинство любых промышленных и промышленной деятельности, оно так или иначе завязано все равно к физике. Будь это техническое направление, будь это больше научное направление, все, что связано с естественным, физмат-науками, то это оно должно быть именно всегда связано с физикой. На самом деле физика это только часть науки, современная наука, современная промышленность, это все равно междисциплинарное направление. Поэтому и физика это занимает всегда свою значимую часть в любой фактической отрасли, где требуется физика. Так увлеченно об этом рассказываете, что поступить прям захотелось. Расскажите, как поступить на кафедру, какие экзамены нужно сдавать и какие баллы требуются для зачисления? Да, это самый интересный момент. И до этого я хотел бы немного рассказать про наши нововведения в этом году. У нас в этом году как раз-таки интересные для абитуриентов будут нововведения. Это 3 нововведения. Первое нововведение, это у нас получается то, что мы в этом году открываем сотрудничество с Московским физтехинститутом, то есть МФТИ. Абитуриенты, наверное, знают про этот институт. Это один из топовых университетов вообще в мире. И, соответственно, в этом году наши абитуриенты, если они поступят к нам на направление фундаментальная физика, в первом семестре дисциплины по физике будут читать преподаватели МФТИ. Это первое. Второе, в течение года как раз-таки наши первокурсники, вне зависимости, они как закрыли первый семестр, будут получать повышенную стипендию в размере стипендии отличника. Это 6,5 примерно получается. То есть это в течение года, то есть первый и второй семестр, вне зависимости. Это, я считаю, замечательно для наших студентов. И третье нововведение, это то, что, это будет уже в старших курсах, мы вводим дополнительную квалификацию, помимо физика, аналитик. То есть, они на старших курсах будут обучаться, и помимо направления физика, они получат квалификацию аналитик. Это 3 наших так сказать, ноу-хау в этом году. И мы приглашаем наших абитуриентов к
нашему направлению. А какие... Да, вот как поступить все-таки? Да, какие экзамены? Обязательно это физика, конечно же, профильная математика или информатика и русский язык. Вот. Это для тех абитуриентов, которые заканчивают школу. А для среднеспециального образования те же дисциплины, но они уже не сдают ЕГЭ, а приходят и сдают экзамены у нас, получается. Вот. И, соответственно, сроки. По срокам у нас, получается, школьники могут подавать свои документы до 25 июля, а СПОшники до 20 июля. То есть у них время есть. Вот 18 бюджетных мест в этом году предусмотрено, да. А сколько всего? У нас всего КЦП 18 мест. Всего? Да. Ага. Ну, не только одной учебой живут студенты, вы рассказали 3 нововведения, но тем не менее, какие еще возможности для студентов есть в физико-техническом институте? Да. Конечно же, помимо учебной части у нас есть и общественная часть, и научная часть. Огромное количество, конечно, есть творческих направлений, которыми студенты могут заниматься в свое свободное время. Но я больше хотел бы все-таки остановиться на одной части, которая откладывается немного от учебы, это от стандартного образования. Это наука. То есть помимо учебы студент уже, если он хочет, на самом деле он хочет, он может заниматься наукой, с первого курса. Но фактически мы с ними стандартно по учебной программе занимаемся с 3-го курса, но мы всегда открыты, и если студент желает, мы с ним занимаемся вне учебное время, получается, фактически, научной деятельностью. И наши студенты, они прекрасно выступают в конференциях, то есть занимаются научно-исследовательской деятельностью. И при том это как сказать, это не только интерес, но и там оно достаточно хорошо стимулируется финансово. То есть в университете нашем существуют академические стипендии, академическая мобильность, то есть помимо стандартной стипендии, которые могут получать студенты, они могут, если они хорошо занимаются наукой, могут получать еще повышенную стипендию по науке. То есть это достаточно большие суммы были, больше 14, где-то я могу наврать, но где-то в пределах 14 тысяч сверху получается. Дополнительно, если наука, это в основном это апробация, апробация своих результатов, и оно апробируется у нас в различных уровнях конференциях, то есть они могут ездить в различные города за счет, за счет заведения, да. Вот. Так что вот это, я думаю, замечательная часть, если студент, он активный, самое главное желание, если он даже средний, мы его научим, и если есть желание, он может открыться в этом плане. Ну вот вы упомянули, что студенты регулярно участвуют в каких-то конференциях научных со своими докладами и проектами. Не было ли такого, что каких-то ярких ребят замечали и пытались переманить в какой-нибудь центральный вуз, скажем так, конкуренты ваши? Тут дело обстоит таким образом, что заманивание в рамках бакалавриата, таким не занимается, но после окончания бакалавриата у нас есть программа магистратуры, вот тут-то и есть, идет борьба за хороших студентов, так как на самом деле студент, который закончил бакалавриат, он фактически может поступить в любое направление. Вот. Поэтому если студент он активный, был активным в бакалавриате, он является хорошим претендентом, лаком, можно сказать. Ценный кадр. Да, ценным кадром в магистратуру. Это такой важный момент в этом плане. Поэтому придумываете что-то новое, чтобы, может быть, удержать еще тех, кто бакалавриат у вас закончит. Да. Давайте немножечко в теорию вернемся. Почему важно и актуально для нашей республики развивать физику и какие перспективы существуют для молодежи, все-таки, которая решит посвятить себя этому направлению? Перспектив, я скажу, вот, например, в
в данный момент профессия, она достаточно сильно как бы динамично изменяется, да, вот. И в плане этого, да, у нас как бы, предугадать, что будет в плане, в будущем за 5 лет. Например, я поступаю по узкой специальности, да, по узкой специальности на 4 года поступаю. И не факт, что... Через 4 года это будет нужно Да, кому-то это вообще. будет нужно. Это как бы проблема, это как бы проблема всегда, которая стояла, да. А вот физика, оно, особенности фундаментальная физика, дает гибкость в этом плане. То есть это, это как бы более абстрактный план, да, то, что дает гибкость, так как направление фундаментальная физика, в частности физика, да, оно как бы можно наиболее мягко, да, так сказать, измениться в изменяющейся в мире ситуации. То есть задача у нас немного изменилась, и вот фундаменталисты немного меняются. И вот в этом плане есть как раз-таки проблема, которую всегда я вот озвучиваю, вот эту проблему. Многие боятся понятие фундаментальное. Звучит на самом деле очень серьезно как-то. Да, вот всегда боятся. Я всегда, вот когда вот выступаю и в лекциях своим студентам всегда говорю, что не надо бояться вот этого слова фундаментальное. Почему? Я могу объяснить, почему, да. Потому что на самом деле есть два направления вообще: фундаментальная наука и прикладная наука. Вот. Фундаментальная наука — это фактически, в общем его понимании, это наука, которая предназначена для развития самой науки, как бы это ни странно звучало, да. А прикладная наука — это наука, которая возникла за счет потребностей общества. Вот. Соответственно, получается, фактически фундаментальная наука занимается так и формулами, то есть если студенты хотят заниматься формулами, и самое интересное, это если есть опытные образцы, они занимаются экспериментом. То есть эксперимент, и если эксперимент он является направлен на создание какого-то опытного образца, там, какой-то модели, да, вот, это и есть фундаментальная наука. То есть фактически фундаментальная наука есть эксперимент и формула. То есть, а многие думают, что это только формула. Вот. Поэтому не надо бояться. И фактически получается все, чем занимаются школьники в школах, да, в университете, больше в 90% случаев, это на самом деле фундаментальная наука. Вот. А как раз таки прикладная, это как бы уже прикладная, это та часть науки, которая берет опытный образец, который фундаментальная наука сделала, и его как бы расширяет для общества, то есть для потребителя. Тиражирование, масштабирование. Да, для потребителя. Он как бы доводит все до ума, получается. Вот. Поэтому считается, что фундаментальная наука — это основа, это свая, то есть без него прикладной нету. И, соответственно, как бы без прикладной фундаментальной тоже нету. Вот. Поэтому как бы это две завязанные вещи. Вот. Ну что ж, Артур Григорьевич, так интересно про физику мне не рассказывал еще никто и никогда. Большое вам спасибо, что пришли к нам в студию, и всего доброго вам. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». В студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.